Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Ханымдар мен мырзалар, дамы и господа, перед камерой я, Юлия from Казахстан, и мы продолжаем учиться читать по-казахски. И сегодня вот из этой книжки мы продолжаем учиться читать новые словосочетания. Ну, глядишь, научимся читать словосочетания, затем перейдем к текстам. Кстати, где-то в ленте у меня уже есть несколько текстов, так что поищите. Тоже очень удобно учиться читать сразу на текстах. Сразу чувствуется ударение в каждом предложении. Не в отдельном слове, а именно в каждом предложении. Итак, какое же словосочетание сегодня мы с вами научимся читать? А давайте сегодня научимся читать словосочетание «авторский комментарий». Авторлық түсініктеме. Авторлық түсініктеме. Первое слово авторлық. Автор прочитать вы можете, да? Как прочитать окончание лық? Но все очень просто. Буква «ы» читается коротко. Как прочитать букву «к» с хвостиком? Нужно просто откашляться или отхаркнуться через букву «к» обыкновенную. Лық, лық, лық. Авторлық. Итак, первое слово готово. Поехали. У нас с вами второе слово. Разбираем второе слово. Түсініктеме. Түсініктеме. Как прочитать недоделанную букву «у». На самом деле все очень просто. За основу возьмем букву «ю». И вот, когда мы произносим букву «ю», изначально мы слышим и краткую, а потом у нас идет остаточное звучание, звук «ü». Именно этот звук «ü» мы используем в казахском языке, когда видим недописанную, недоделанную букву «у». Если через букву «у» читать «түсініктеме», «түсінік», даже вот, знаете, не получается. Это очень твердо. Если через «ю» «түсініктеме», ну, чересчур мягко, даже приторно. Вот. А если вот среднюю мягкость между буквой «у» и между буквой «ю» использовать, да, то это вот та самая мягкость, тот самый звук казахского алфавита, который нам нужен, когда мы видим недоделанную букву «ы». Дальше у нас что идут? Дальше у нас идут палочки с точкой. Это снова нечто, снова нечто среднее между буквами «ы» и «и». И пробуем прочитать через «ы». Түсініктеме. Слишком твердо. Пробуем прочитать через «и». Түсініктеме. Ну, чересчур мягко, да? Вот, а палочка с точкой — это та самая средняя мягкость между буквами «ы» и «и». Ну и при этом она достаточно коротко звучит. Түсініктеме. Дальше написана буква «е». Букву «е» мы не искажаем. Мы не можем ее прочитать как букву «э» и тем более как букву «и». Просто в русском языке мы очень часто этим грешим. Итак, авторлық түсініктеме. Авторлық түсініктеме. Дамы и господа, я вас поздравляю. Сегодня вы научились читать еще одно словосочетание на казахском языке. Ну и увидимся в следующий раз. Кстати, у меня есть большие тексты здесь где-то на канале. Так что обязательно учитесь читать по большим текстам. Это гораздо удобнее, чем читать по словосочетаниям. Честное слово. Ваша Юль from Казахстан.